Конечно, те доклады или выступления, которые сейчас говорят, они говорят об огромных проблемах, которые сегодня существуют у нас в стране. Несмотря на то, что это форум юбилейный, 10-й, тем не менее мы видим огромное количество этих проблем. Первое, конечно, то, что мы упор делаем, не только на этом форуме, при присутствии таких проблем мы всегда упор делаем на законы, которые сегодня мы считаем не совсем так, как они где-то там мешают. Сегодня здесь присутствуют на этом форуме и представители Государственной Думы. Мне кажется, не было для нас особых проблем подверстовать эти законы, 131, 94, все другие законы, для того, чтобы все, что спланировано на территории, чтобы оно грамотно, и мы же законы делаем для того, чтобы все, что мы говорим, все, что обсуждаем, это все реализовывалось грамотно на территории республики, на территории нашей страны. Я, кстати, не первый раз это слышу на таких крупных мероприятиях стратегического масштаба, казалось бы. И мы не можем что-то такое хорошее провести, реализовать реально, практически на территориях, из-за того, что законы не позволяют это сделать. Тогда и спрашивают, зачем мы тогда планируем вообще эти вещи, не опираясь на законы. Или не меняем законы. Это первое. И второе, вот то, что я для себя отметил здесь, 3 года являюсь руководителем субъекта, странно вообще, вот, очень странно, почему вот такой вопрос, как стратегия, геополитика, мы отдаем на доступ к региону. Сегодня регионы практически сами занимаются своим стратегическим планированием. Ну, так не должно быть, мне кажется, я как-то подчеркивал это, Министерство регионального развития, как бы взять на себя этот процесс. Вопросы есть, да, там, где регионы должны решать и планировать, но не мне, как субъекту, как руководителю субъекта, одного из субъектов Российской Федерации, определять, что у меня должно быть на территории. Сколько у меня должно быть аэропортов или аэродромов, портов каких-то, железных дорог, вокзалов и всего-всего. Есть тема региона, а есть общая тема страны. Мне кажется, вот мы сегодня нашли ту организацию, которая будет нам делать стратегическое планирование. Ну какая она организация? Почему я ее тоже не ставлю, как руководитель региона? Почему не министерство какое-то, которое полностью стратегическое планирование проводит по всей территории, и потом спускает эти задачи вниз, на территории? Исходя из этого, не я уже бегаю, пробиваю какие-то объекты, какие-то там стратегические вещи, которые должны быть на моей территории. Тем более, что у нас в этом плане 82 километра границы с сопредельным государством. А уже государство определяет мне, что у меня будет на территории. А я уже на уровне региона уже смотрю, с учетом согласовывая с федеральным министерством, что я еще прошу дополнительно для региона. Не в стратегическом плане, а там, оперативном или на тактическом уровне, то есть на своем уровне. Мне кажется, это тоже какие-то, вот я как бы вступительные условия хотел бы сказать, почему, потому что это очень важно понимать. Сегодня я коротко скажу про Республику Ингушетия, которую я здесь представляю. Я специально сюда приехал, чтобы озвучить, и знаю, что это юбилейный форум, и надежда есть все-таки, опираясь на такие форматы, решить какие-то свои уже тактические задачи, которые сегодня присутствуют на территории республики. Опыт стратегического планирования в Ингушетии, если его так можно назвать, конечно, накапливался в течение, вот, сейчас идет третий период, третий этап. Первый этап это был самый тяжелый, самый сложный. Республика создалась в 1993 году. И, конечно, в тот период все мы помним, насколько сложно было. Фактически территории, регионам. И, конечно, республика только образовалась, не имея полномочий, в том числе административного ресурса, министерств, ведомств. Конечно, сложно было с этой ситуацией выйти. И главная задача того стояла в том, чтобы хоть как-то закрепиться как субъект Российской Федерации, в том числе и формировать министерство ведомств, ну и, конечно, какую-то программу. В рамках всего этого было принято решение, и в частности в Ингушетии была создана зона экономического благополучия. И, конечно, здесь была принята в рамках этой зоны, в том числе программа, федеральная целевая программа социального
социально-культурное развитие Республики Ингушетия на 98 и 2001 года. Эти вещи, которые были приняты, они решили основную задачу. То есть были сформированы Министерство ведомства, была организована работа, была проведена колоссальная работа по первоначальной инфраструктуре. И я скажу, что там вот эта задача при всех там недостатках, конечно, была решена. Второй этап в дальнейшем это, конечно, начало 2002 года после смены руководства. Новая переоценка стратегии развития Республики Ингушетия. Но и здесь была в какой-то степени приблизить регион, республику хотя бы на уровень северокавказских субъектов. И здесь были приняты ряд ключевых программ, программа экономического и социального развития республики на период до 2006 года. Ну и, конечно, включение республики в программу развития Юга России. На этом этапе то, что было построено, в том числе развитие республики, это была правильная цель, правильная задача. Цели и задачи они достигли только частично. Сегодня субъект остается примерно в таком же положении, то есть мы особо не приблизились к соседям. И сегодня, если дать оценку сегодняшнего состояния республики, это примерно расчеты эти имеются, не только у нас, и у федеральных министерств. По объектам культуры мы остаем где-то на 80% от тех субъектов, которые есть у нас везде. По объектам спорта на 90%. То есть у нас практически все находятся, если в субъектах Российской Федерации это числится сотнями, то у нас это исчисляется десятками. То есть 10, 12, 15, 16, до 20 объектов культуры, объектов спорта. Но приведу такие цифры, на сегодняшний день в Республике Ингушетия нет дворца культуры, где можно было бы хотя бы собрать 600 человек. Нету дворца спорта, нету ни одного бассейна, нету ни одной там ледовой площадки. На что мы сегодня очень серьезно сами работаем, пытаясь из своего бюджета скудного что-то там поставить для... Вот это опять же говорит о том, что неправильное стратегическое планирование на территориях субъектов Российской Федерации в общем масштабе всегда создает вот такие предпосылки, что какой-то регион он все равно проваливается. И здесь все зависит от руководителя региона, который максимально постарается что-то пробить, что-то сделать. А если не получит руководитель региона, то регион так и останется. То опять же эта проблема большая. Почему? Потому что делается дворцы спорта, дворцы культуры там, или промышленный объект не для руководителей региона, а для народа, который там проживает. Что опять же важно очень серьезно понимать. Мы на третьем этапе сейчас принята федеральная целевая программа социально-экономического развития Республики Ингушетия. Продолжается программа Юг России. И мы, конечно, таких важных задач, те, которые мы решили. Большой процент, более 40% безработицы. Мы в этом году снизили на 10%. Планку эту до Нового года мы снизим до 10%. Опять же, это удается сделать в своем большинстве из-за малого предпринимательства и учета той и неучтенной рабочей силы. И, естественно, создание рабочих мест на тех объектах социальной инфраструктуры, которые мы строим в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития республики. Но мощной экономической базы, которая создала бы рабочую, выполняла бюджет, мы пока этого еще не добились. Но в рамках, опять же, выполнения вот этой программы мы планируем до 2016 года снизить в рамках других программ, которые есть, снизить безработицу до 20%. Но если реализация и программы Юг России, конечно, вот особого упор мы делаем, надежду возлагаем на программу стратегического развития Северо-Кавказского федерального округа, конечно, здесь бы мы достигли уже среднероссийского уровня процента безработицы.
Вторая задача – это повышение качества трудовых ресурсов. Сегодня большая проблема с кадрами в этом направлении. Почему? Потому что, наверное, так же, как и во всей стране, большая часть молодежи всегда обучалась и учиться на 3 основные специализации, специальности получать. Это экономисты, это юристы. Но хорошо, что стремление к медицинскому образованию, оно было как в советский период, так и сейчас, оно такое на высоте. Мы сегодня пересмотрели эти направления, и в 2011 году та квота, которая выделена республике вузов регионов России, мы где-то 10% только оставили экономистов и юристов, остальные технические должности, те, которые необходимы сегодня в строительном комплексе, в агропромышленном комплексе, в других направлениях. Ну и у себя мы открыли гуманитарный вуз, филиал гуманитарного вуза Ставропольского края. И плюс на сегодняшний день уже запущенный класс Роснефть, открыл класс подготовки нефтяников, класс по имени Министерства МЧС. Ну и плюс мы планируем уже дальше еще открыть колледж или даже 2-3 класса по линии энергосистемы. Конечно, здесь упор мы делаем дальше губернаторов, руководителей субъектов Российской Федерации, чтобы выпускающих наших студентов хотя бы по 2-3 человека брали бы на 3, на 4, на 5 лет на работу в регионы, чтобы они накопили только опыт работы, и это нашим кадровым резервом. Следующая задача – это повышение эффективности государственного сектора. Здесь большой объем, мы всегда приглашаем для решения этой задачи не только своих специалистов, но приглашаем с Москвы специалистов, федеральных министерств. И есть тема, есть реальная работа, и мы здесь, я надеюсь, с учетом реализации, в том числе и вот этих федеральных целевых программ, и не только с учетом того, что мы сами на территории делаем, мы уже со следующего года реально начнем пополнять бюджет республики за счет тех экономических возможностей, которые есть непосредственно уже в республике, не только за счет собирания налогов. Вопрос следующий по поводу защиты институтов прав инвестора. Да, сегодня озвучили, я так думаю, что представитель Государственной Думы пожалел республики Ингушетия и сказал, что это не самый привлекательный регион как для инвесторов. Мы это признаем. Почему? Потому что было бы странно сказать. У нас самое привлекаемое для инвестиций – это, конечно, туристическое направление, то, что всегда оно будет в республике. Для промышленного производства у нас очень много скрытого, которого мы еще не раскрыли. По ряду причин. Мы буквально второй год создаем нормальный, хороший имидж республики. Если до этого времени республику знали как республика, где постоянно идет какая-то война, то сегодня, конечно, мы чаще наблюдаем те позитивы, тот прогресс, который есть. И мы работаем на позитиве, для того, чтобы создать имидж хороший для республики. Для этого делаются и различные видео, аудиоматериалы, печатные издания. Ну и для этого, естественно, большая работа проводится с инвесторами, тех, кого мы хотим завлечь. Буквально недавно было совещание на Совете Безопасности и в Синдугат. И один из заместителей министра регионального развития подчеркнул, что сегодня две иностранные компании, канадская и компания из Великобритании, спорят, кому зайти на территорию Ингушетии. Это большой плюс для нас. И, конечно, мы будем делать все, чтобы завлечь инвестора в хорошем смысле этого слова. Но, опять же, мы максимально создаем в виде одного окна условия для инвестора. Сегодня у нас в большой радости из Санкт-Петербурга представители, которые хотят работать на территории, то подписано соглашение с городом Санкт-Петербург, тоже позволяет работать на территории республики инвесторам. Ну и, конечно, то, что мы максимально сейчас делаем упор на это следующий этап, это создание имиджа республики, как и туристического направления, так и в целом привлекательности инвестиционного направления. Вы должны понимать, что сегодня в республике это одна из самых экологически чистых территорий, отсутствие крупных промышленных предприятий. И, конечно, мы хотим, заключая соглашение с субъектами, в том числе не только Российской Федерации, вырабатывать хорошую сельхозпродукцию, чтобы поставлять ее в регионе, экологически чистую продукцию. Ну и, конечно, большие возможности в
реализации строительных материалов. Почему? Потому что мы сегодня имеем на территории возможность вырабатывать лесной материал, того, которого нет в регионах. И вот когда канадская фирма, когда к нам проехала, они изучив, выявили только в республике Ингушетия, где есть большой потенциал древесины ценной. И дуб, и бук, и сосна. Это тоже что важно. Опять же, мы сегодня имеем возможность на территории республики вырабатывать черный гранит, белый гранит. Что опять же важно для стройки, ну и другие строительные материалы, которые сегодня спокойно. Мы сегодня нашли 3 места в республике, где можно производить любой вид стекла, то есть той продукции, которая у нас есть. И мы сегодня находимся в той стадии, когда будем открывать 3 горно-обогатительных комбината, в том числе. Что тоже важно, опять же, реально, этих вчера, сегодня они реально инвесторам дадим все возможности работать на территории республики, ну и рассчитываем на поддержку в том, что такого форума, который сегодня есть, который сегодня включает свой 10-летний юбилей, чем я и приглашаю в республику. Спасибо.